Летом 1943 года стало окончательно ясно, что шансов на победу у немцев нет. Им оставалось лишь насколько возможно задержать продвижение наших войск. Особую сложность для Красной Армии представлял крутой и высокий правый берег Днепра. Вдоль всего течения реки фашисты соорудили комплекс оборонительных сооружений. Он получил известность как «Восточный вал». Красная Армия пошла в наступление по всему течению реки, от Смоленска до Азовского моря, и к концу сентября бойцы после упорных боев вышли к низовьям Днепра. 24 сентября на правый берег сбросили парашютный десант. Он не смог захватить плацдарм, как планировалось, но отвлек на себя вражеские танки. Это позволило переправить войска с меньшими потерями. Форсирование начали сразу на всем участке фронта. Для переправы использовали все, что было под рукой, с огромными потерями. Под плотным артобстрелом и бомбежками бойцы пересекали реку и закреплялись на правом берегу. Все захваченные ими плацдармы немцы атаковали на земле и с воздуха. Наши соединения, участвовавшие в операции, сохранили не более 30% солдат и вооружения. Но задачу выполнили. Кроме того, они отсекли от основных сил немецкую группу войск в Крыму. Следующим этапом битвы стало освобождение Киева. Масштабы массового героизма красноармейцев в ходе этой операции можно назвать рекордными. Только несколько примеров. Сержант-минометчик Иван Зелепукин трижды под плотным огнем пересек реку на лодке туда и обратно, перевозя товарищей. Радист Михаил Пилипенко также 3 раза отправлялся на правый берег, откуда обеспечивал радиосвязь. Попав в тыл к прорвавшим нашу оборону немцам, он вызвал огонь на себя. Разведчик Иван Лобанов в составе взвода, отбившего до высадки основных сил 3 вражеских контратаки, лично убил более 10 фашистов. За форсирование Днепра 2348 человек стали героями Советского Союза. Это единственный случай столь массового присвоения этого почетного звания за всю войну.